Доброе волгоградское утро. Время 4:50. Посмотрела так на часы. 4:49. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Вчера мы остановились в Волгограде в гостинице «Бриз», Ужгородская, 54. Хорошая гостиница, чистенькая, все беленькое. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Единственное, что сеток нет на окнах. Залетел какой-то паршивец и жужжал мне над ухом. Потому что мы сначала окна раскрыли, потом я поняла, что они прилетят. Прямо 1 километр. Вот, гостиница недалеко от трассы. Она даже, администратор вчера сама сказала, что да, гостиница как раз вот для путешественников. Возьмите визитку, заезжайте на обратном пути. Я говорю, спасибо, у нас это уже обратный путь. Вот, так что сегодня мы выдвигаемся в сторону Уфы, там тоже, где ночь застанет. У нас сегодня тоже еще один длинный промежуток, еще и с откатом времени на 2 часа, по-моему, у нас получится. В общем, в эту сторону, когда мы ехали из Уфы до Волгограда, мы проехали 1300 километров. Но у нас там время переводилось, и нам как-то подвезло. А сейчас мы, видимо, поздно приедем. Но мы не будем тоже там напрягаться, не будем прям до самой Уфы ехать там или до куда-то. Да, устали, легли и поспали. Все. Хотя я заряжен нормально. Ты говоришь, тебя все равно не слышно. Мы без микрофонов говорим. Тут глушилки работают. Не работают эти все навигаторы. Поверните налево. Ну, вроде бы ведет по старой памяти куда-то. Главное, чтобы не отключилась. Мы вчера даже не поужинали, потому что вроде как-то и неохота было. Мы вчера один раз за весь день покушали. Почему маленький? Да. Или нагонять будем. Ой, сколько собак много. Там сейчас выезжали, тоже видела много собак. Там мы вчера только пообедали в 3 часа дня. У нас не было вчера нормальных приемов пищи, так на ходу сживали, поэтому сосиски в тесте, или как это там называется на заправке, French Dog. Вот пообедали в 3 часа, и что-то так, видимо, хорошо пообедали, что нам не надо было ничего больше. В общем, выдвигаемся. Погода хорошая, в Волгограде уже плюс 16. Держитесь правее. Прямо 10 километров. Что-то мы родину мать не увидели вчера. Ни на подъезде, ни в окна. Ее же видно со всех сторон. На 60. Мы просто, видимо, с какой-то другой стороны подъехали. Мы же не знаем город, откуда ее видно. Наверное, сейчас где-то увидим. Ну все, счастливого нам пути. Выезжаем из Волгограда. Тут столько много на обочине дальнобойщиков спит. Ищем заправку на нашей стороне. На той стороне уже 2 Лукойла проехали. Здесь какая-то неизвестная заправка была. Сейчас, наверное, где-нибудь будет на выезде-то. Мы уже выехали. Ну, выехали все равно. Там вот Волга светится. Сейчас мы будем периодически вдоль Волги ехать. Все, нас заглушили. То есть мы будем всегда вдоль Волги ехать, но
видеть будем ее периодически. Еще же какое-то водохранилище, помнишь, да, мы смотрели, большое, огромное просто. Разглушили? Антон говорит, нас заглушили, нас разглушили. То глушат, то разглушивают. Все, едем. Вот опять знакомая заправка. Татнефть. Это же на той стороне. А, она закрыта, да? Ремонт. Понятно все. На нашей стороне до сих пор ни одной заправки нет. А нам бы пора уже подкормить своего мальчика. Мальчишка. Мы нашли заправку Лукойл. Сейчас посмотрим, если есть кофе, возьмем кофеек. Работает постоплата. При снятии пистолета топливо льется до полного бака. Что там смотришь сразу? О, кофе вкусно пахнет. Нам надо стекло протереть. Вот смотри, тут даже тапки есть. Кто тапки дома забыл? Ну и все как везде. Тут можно даже покушать. Так, кокосовые чипсы я хочу взять. Ой, их там этих чипсов-то 3 грамма. Сколько их тут грамм-то? 40 грамм. Обхохочешься. Игрушки, чтобы дети не скучали. Вон всякие яйца. Машинки. Леденцы. Что за леденцы? Без сахара. Чипсы, шмепсы, шоколадки. С любой, свиной. Какие-то тут. Столько всего интересного, оказывается. Морсики. Что такое? Сладости. Не сладости. Слойка бризоль с фисташкой. Ну и тут. В общем, заправились мы на Лукойле. Опять у нас скидка с каждого литра по 2 рубля. 2 с чем-то же, да? 2,40. Очень хорошо, очень удобненько. Тебе 100 рублей. И стало, когда покупать какой-то там пончик, не пончик, круассан. Попросили карту, я еще думаю, ну что это карта скидочная, да? 126 рублей скидка, нифига себе. Как-то прям так это приятненько, оказывается. Каждый раз-то так, если по 120, там даже по 100 рублей скидка за каждый пончик, блин. Какая красота вокруг нас. Я говорю, мы едем, да, вот по Волгоградской области, что туда, что обратно. И везде по краям вот какие-то, не знаю, курганы, какие-то ямы,
как это называется, рвы. Нас заглушили. Оно все заросшее травой. Я говорю, может быть, как раз здесь, вот в этих местах все осталось после войны. Что, они равняли эти, что ли, рвы? Или там воронки от снарядов? По-любому же не равняли. Строили, как строили. А эти все ямы остались. Солнышко светит, стекло такое грязное. Через 400 метров на светофоре держитесь левее. Там едем по какому-то пригороду. Домики, кафешки, гостиницы. Прям вот на каждом шагу. Кстати, возле гостиниц машин не видно. Но они, может быть, там где-нибудь во дворе стоят. Да, стоянка, скорее всего, там. Держитесь левее. Прямо Сейчас 135 много-много километров. гостиниц рассчитано именно вот на туризм на машине, да. Народу едет полным-полно, поэтому гостиницы вот прям на каждом шагу. Молодцы. В Крым же очень много народу едет. Они, наверное, тоже через здесь едут, да? В Крым, наверное, сразу, ну, вообще, смотря откуда. Если с Саратова, допустим. Крым отсюда. Но. Ну, если с нашей стороны, с московской стороны западной, то там по М4. Ну вот опять отель. Прямо вот везде отель на отеле. Чтобы хорошие бы были они все. А то просто едешь, когда начинаешь искать, в Вайгисе отзывы читаешь, а там вчера вроде бы картинки красивые, а там в отзывах вплоть до клопов. И очень сложно выбрать. Выбирать нужно немножко заранее. Хотя бы где-нибудь после обеда начинать. Но это очень тоже тяжело делать. Ты когда, если еще в первый раз едешь по этой дороге и не понимаешь, куда ты едешь, это очень сложно сделать. Поэтому мы стараемся пораньше, конечно, начать выбирать незнакомые отели. Но выходит, как обычно, где-то не раньше, чем за час. А за час уже, как правило, все хорошие отели или номера разобраны. Сейчас тем более сезон отпусков начался. Все едут в отпуск. И отели заняты и на левой, и на правой стороне. Все, мы едем. Такая красота перед нами открывается. И там машина впереди. И обгон запрещен. Там Киркоров с Пасковым командует. Прям как можно вообще не наслаждаться этой красотой, не восхищаться ею. Хочу поднять коптер, Антон не дает, говорит, здесь нельзя, здесь нельзя. Расстреляют нафиг. А так бы, конечно, красиво было свысока поснимать все эти поля. Речка там справа, ее видно иногда. Река безымянная. Водозвон, блин. За бортом уже
17. Время 6 утра. Жаричка будет, наверное, днем. Полунина. Вон она речка. Безымянная, которая красиво прямо. Впереди камера. На 40. Здесь дождь прошел. Это Камышин. Город на Волге. Город, в котором родился летчик Моресьев. Помните повесть о настоящем человеке? Вот Антон не помнит. Я фамилию не помню. А мы в школе читали. Они все перепутались. Девятаев, Ну да. там, Это летчик, который сбил много самолетов во время войны Великой Отечественной, который упал на подбитом самолете, разбило ему стопы, он 18 дней по снегу полз к своим, обморозил ноги, началась гангрена, ему ампутировали ноги, и он без обеих ног вернулся в строй и продолжал летать и сбивать вражеские самолеты. Фильм есть даже такой, надо посмотреть, интересно, я фильм не видела. Смотрите, какая красота. Всю дорогу ехали, смотрели на них. Блин, два веселых гуся. Хочу капусту. Обалдеть. Тут вон писающие мальчики. Красота. Так, ну все, глаза в разбежку. Такое, конечно, до дому не довезешь. А я бы прям... Ну, там большие стоят фигуры попами. Посмотрите, какие лошади в полный рост, натуральные. В натуральный рост. О, зайцы какие крутые. Там вон пеликан стоит большой. Классный, здоровый. Вот теленочек. Какой он тяжелый, нет? Ну такой, да, тяжеленький. Вообще козочки, овечки. Сколько много вертолетиков летает. Не знаю, видно, не видно в небе. Причем они все в разные стороны летят. Одни направо, другие налево. Стрекозы. Он вообще низко летит, вертолет. Что они, интересно, делают? Ой, как много, слушай, правда, их посчитать. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да я их, может быть, где-то даже не вижу. 7. Вот, летит прямо над нами. Волшебник в голубом вертолете. Небо такое пушистое все. В районе Саратова нас опять застал дождь. Еще и с грозой. Так сверкнуло, потом как бахнуло. Я аж закричала, испугалась. Машины встали, все не едут. Смотри-ка, видимость вообще не кокосовая. Ужас.
там где-то просветление. Да, вот нам повезло, блин, с этим дождем второй день. Грибами пахнет. Серьезный такой дождь. Тучка. Вовремя дворники поменял. Да, кстати, вот сейчас, пока я ходила, смотрела эти фигуры, Антон поменял дворники. Просто мы случайно поехали с зимними дворниками. Забыли поменять на летние. Вот купили сегодня на заправке. Летние поменяли. Тут в Сызрани, ну или там, не знаю, в Саратове, между Сызранью и Саратовом, горы такие смешные. Вроде бы горы, а вроде бы не горы. Маленькие такие, интересные. Мы как-то привыкли, у нас большие, кажется. Ну, у нас не горы, сопки называются. Высокие. А здесь такие детские. Ну вот дождик-то отстал пока что. Сейчас где-нибудь остановимся покушать, и все, он опять приедет. Мы вчера весь день от него убегали. И сегодня бежим. Что это? Жаркое, солянка, рассольник, щит говядины, гуляш, голубцы, тефтели. Колбаски, рыбка, печень, курочка, гарниры, салатики. Короче, вот такой у нас обед. 2 ща, 2 салата, селедочка, курочка, соки, пироженки. 1600. Приехали в кафешку у Роберта. Повелись на то, что много машин, внутри очень много народу. Цена нормальная, еда говно. Ну, я говорю как есть, как я говорю в жизни. Поэтому кому не нравится, опять закрываем уши, глаза и т.д. и т.п. Мне не понравилось ничего. Ничего не понравилось? Нет. Ну да, И ты голодный у меня остался? Ну, я салат съела, салат этот крабовый с капустой. Антон говорит, как ты любишь. Единственное, что можно было есть, и то, я не знаю, что они туда запихали. Ремень. У меня вкуснее. Я свой салат могу тазик съесть. Ну хорошо, хоть не объелась. Ну и пирожное это Наполеон съедобное было. Все остальное вообще никакое. Селедка пересоленая. Ну, на мой вкус. Антону нормально. Борщ этот щи вообще просто. И мне, когда только тарелку налили, я сразу поняла, что я не буду есть. Но отказываться было уже поздно. Из банки. С говядиной написано, там кусок мяса плавал. Но это, по-моему, не говядина, а свинина какая-то сухая. Эх, короче, вот такая я вот вредная, капризная. Да, я такая. За это ты меня любишь, да? Завезу тебя за пирожками. Если они будут, да. Ну, там, кстати, в том магазине можно будет купить и колбаску, и мяско, мяско, и хлебушек, чтобы оно у нас было. Там неплохой магазинчик. Ничего страшного. Да, если мы по той дороге поедем. Прищепляюсь. Опять дождь поливает. Да так, аж с пенкой. Все там
дожде. Ё-моё. Ё-моё. Охренеть. Такого я еще не видела, мне кажется, никогда. Тут в камеру, конечно, так не видно, как на самом В деле. Владивостоке мы попадали в такой Но не так. Нет, дождь был такой, а тут просто мрак, вообще же ничего не видно. Но впереди идущие машины. Я, короче, сейчас сниму растянусь до трусишек, Ага. возьму тряпочку и пойду машину помою. Да, она уже помылась нормально со всех сторон. Да давай покатайся вот так по кругу, чтобы со всех сторон. Дождь же косой слева направо хлещет. Все, вырвались из мокрой западни. Тут на рыночке мед. Волынский. Блин, липового нету, я бы вот липовый бы взяла. Почему у них Попа липового слепится. нету? Ну, это же как раз для попы. Да, что-то. Прям очень много их. Военных? Ага. Ну, война идет. А чё вообще, откуда, что там, паром пришел? Столько много машин навстречу. Там где-то стояли, что ли, в пробке? Или пообедали и поехали? Что реверс И летает. малыши, ну, может быть, малышей тоже полно. А мы малыши? Мы малыши. Как это? Как это? Переезд, я не помню. Да, обедали, наверное. А потом один кто-то, блин, командир колонны, или как ты его там называешь? Начальник колонны. Начальник колонны. Автоколонны. Вот у нас начальник автоколонны. Вот и мы едем. Да, вон он съехал, значит, вправо. Обратно выехал. Мы заехали в свое кафе «Теремок». Ну, мы не в кафе заехали, а вот в мини-маркет, он на дороге находится. Контакты оставлю в Телеграм. Очень хороший мини-маркет, очень хорошее кафе. В кафе мы до этого кушали, когда туда ехали. Самая вкусная еда была здесь. В мини-маркет сейчас зашла, взяла батон нарезанный. На всякий случай, пускай лежит. И купила кусочек сала. И мне его прямо там нарезали. И пирожки взяла. Пирожки у них вообще бомбические. Блин, и пахнет теперь пирожками на всю машину. Ну, опять пенный дождик. И опять пенный дождик. Это асфальт, наверное, Да, да, это просто с этим, с пеной. пыль пропитана. Нас опять застал дождик. Едем дальше. Ой, это нас сегодня, блин, этот дождь везде преследует, зараза. Кошмар. Да, и вот время сейчас 14:30. У Антона все часы перевелись на час вперед. А у меня так и осталось 13:30. Что-то мой Афанасий не хочет дружить с этим временем. Сюда мы ехали. Тоже у меня долго не переводилось время. Подождем. По-моему, с разницей минут 40, наверное. В прошлый раз у Антона перевелось, потом только у меня. Мы въезжаем в Ульяновскую область. Вот нас мотает туда жизнь. А Сызрань, это получается Ульяновская, что ли? Ну, хотя, блин, я говорю, тут едешь, тут вообще непонятно. 8 раз в Татарстане бывали в прошлом году.
Да, то Татарстан, то еще что-то там, какая-то область. Дорога одна, области разные. До домиков одинаковых. Это что? Какая-то деревня. Так, Сызрань 7 километров. Классные такие. У них там на первом этаже гараж, на втором этаже жилой домик. Таунхаус называется. Ну да. Мы заблудились. Опять? Мы ушли с маршрута. Да ты с Оленькой со своей заблудился там. Все без толку. Все без толку. Ну вот, мы опять ушли с маршрута. У меня хорошая новость, я знаю, когда ехать быстрее. Что нужно взять и перестроить маршрут. Здорово. 1 километр 500 метров. Привет, Сызрань. Я так думаю, что мы не через город идем, а по трассе, да? В обход. Вообще. По окраине, наверное, по какой-нибудь. До Челябинска 1000 километров. 1002. До Челябинска мы сегодня не поедем. Сейчас посмотрим, поедем либо до Тольятти, либо до Самары. Тут прям такое движение. Сразу видно, что город-город. Навигатора нет. Все заглушено. Все заглушено. Едем со скоростью 130, 126. 140, там и всякое разное. 0. Какая плотная картинка на дороге. Прям все едут куда-то. Опять этот дождь начал капать. Никакого покоя не дает. Сызрань проезжаем. Не знаю, вообще не понимаю. Я уже запуталась, где я нахожусь. Антон говорит, что мы здесь ехали. Я по названиям помню, что ехали. А куда дальше? Хорошо, указатели есть. Не потеряемся. На перекрестке тут вон скорость у нас 133 километра. А там вообще потерялась. Бузова. Истеричка. Так, что там? 9, 8. Ну, так быстро поехали. Все, гаишник такой караулил нас. Мы поехали, ему кто-то позвонил. Сказали, блин, не трогай этих. Как так-то? Он же прям стоял, ждал нас. Он прям навстречу к нам пошел, чуть не с распростертыми. Прям шел, да. Потом хоп, берет телефон к уху и я, наверное, сегодня отворачивает. побреюсь, приведу тебя в порядок. Потому что не меня боятся, как Анафаня. Может, меня? в канале Питер. Тогда уж. Вообще смешно, конечно. Ну что, 90 секунд, блин. машин очень много в ту сторону стоит. В сторону Саратова. Отсюда не видно всей красоты этой. В общем, едем мы такие, а тут вот в таких огромных мешках кукурузные палочки стоят. Покупаете такие кукурузные палочки? Рыба, икра. Пойдем смотреть. Уху! Здравствуйте. Ой, закрывайте ворота. А пахнет так вкусно. Икра щуки, А, да? Где? А написано. малосол. А? Малосол. Нет, я А это что за рыбы такие? Смотрите, жерех есть, сомик есть, судачки есть.
Ого, это кто? Лещи. Это лещ такой большой? Вот это лещ? Это все лещи. Вот А, смотрите, да? судаки вот такие вот. Да. Жерешка вот такие шикарные есть. Сом молочный. Великолепный. Смотрите. Так, а Бесконечно. теперь скажите, сколько их можно хранить и как хранить? 6 суток. Вот Ясно. сегодняшнего дня без холодильника я заворачиваю бумагу, не А если жара в машине будет? Ничего страшного. Нет, не надо Блин, 6 опасно. штук. Нет, ну Ой, так все сетря везут. там. А икра щуки в какую цену? Все везут не туда, куда мы везем. Ну, в Якутск. Ну сколько суток? Четверо? 2 10. недели. 10. Ну, сушку довезете, а потом точно довезете сушеную. Ну, сушка у нас Нет, чебак сушка такой. у нас вкуснее. Да. Вот этого у нас нету. Ну, Ща. да, я вас дарю по вязку. Вот, чёрт, спасибо. вязку. Как она называется? Уклейка. Уклейка. Раньше поросят кормили, а теперь самая дорогая стала. Ну, ладно, ее ловили ведрами, она была вообще копеечная. Ничего А теперь себе. она в живом виде рыбу же у рыбаков берем. Вы не представляете. Ясно Так же, все. как мойва. 600 рублей килограмм у нас. А у нас мойва нету, да? Короче, мы не удержались и купили рыбу судака и палочки из икры судака. Палочки что взять? Так, у нас там бутылка не замороженная, посмотри. Ну да, палочки, наверное, взять надо. А что это маленькая-то рыбка? Понравилась или нет? По-моему, не понравится. Возьми мне одну маленькую рыбку попробовать. Вот в пробочку стали. Дорожные работы, говорит Антон. Не, я говорю, навигатор говорит. Антону навигатор говорит, а Антон мне говорит. Внимание, водитель! Какой противный голос. Настоящему сезону огромный выбор холодильников. Короче, мы купили рыбу. Наелись. Сушеной всякой. Сейчас пить, наверное, будем. Мало мы опухли тут сидим, опухшие. Ого. На сколько минут пробка? На 31 минуту. Офигеть. 3 километра. Время 5 часов вечера. Кино мое. Вот вечером всегда встреваешь так. Утром бы проехали, никого бы не было. Мгм. Вот перед Тольятти дорога такая ремонтная. Тут вот новый мост строят. Когда-нибудь мы поедем по новому мостику уже. Жигулевск. А, в Жигулевск мы въезжаем, да. О, видишь шторки? Всех. Да, вижу у всех. Только сейчас стала замечать, что у всех вот этих вот больших машин на лобовом стекле такая шторка, которая от солнца, по всей видимости. Как пленка, как сетка, не знаю, как что болтается на люверсах. Но этих нет. А, такая, на липучку чпок. Купили у этой тетеньки рыбу и вот эти вот палочки куриные. Такие вкусные. Сидим, грызем сушеные палки вместо семечек. Так, это Жигулевск. Тоже так думаю, что мы не через центр поедем, а по окраине где-нибудь. Сейчас, если что-нибудь будет интересное, включусь. Вот такой вот он Жигулевск здесь, где мы едем. Сопки. Или
как у них это называется? Ну, уже больше похоже на наши. Тольятти 10, Самара 96. До Челябинска еще ехать и ехать. Историко-музейный комплекс. Гора Могутовая, гора Лысая. Ну, а тут тоже глушилки, да? О, вот она. Жигулевская это. Что там, ГЭС или ГЭС. как она правильно называется? Конечно, тут и будет. Поэтому глушилки, да? Что у меня даже уши заложило. Заглушила. У тебя не заложило уши? Заглушила? Ну правда, у меня Ну, уши ну, заложило, Свет, ну, как будто в глушилки же самолете. Так и называется, поэтому у тебя... Ну не болтай. Да нет, с горочки спускались. Блин, ужас какой, как будто я на самолете. Спасибо за комплимент. Ну чё? Ты деловой могу. Так. Что-то интересненькое уже. Интересно, нам что-нибудь видно будет или нет? Не очень. Коптер поднимем. Жигулевская гидроэлектростанция. Ничегошеньки нам не видно будет. Видно? Запретная зона там большими буквами написано. И все. И Жигулевское водохранилище. Через сетку. Да, махина, конечно, такая. Хотя бы телевизоры какие-нибудь поставили бы, да? Все заржавевшее. Чтобы видели люди, что там творится. Так, с реки-то оттуда, наверное, видно, интересно. Вон запретная зона написана. Провода, опоры. Нет, ничего не видно. Ну ладно, подумаешь-ка. В телевизоре посмотрим. Вот она. Река Волга. Ой, там лодочек столько много. Рыбачат, по всей видимости. Прям много-много лодок. В одной куче, главное, все. Как видно, так нет. А сам Жигулевск, он там, да? Или это мы проехали Жигулевск, а там уже Тольятти. Тольятти, думаешь, да? Вот река Волга. Но это тоже, вот, и везде все Волга, просто у нее вот эти вот петли везде. Петли, притоки. Там какие-то, да, другие речки есть тоже. Нам же бы не разобраться, где Волга, где не Волга. Если бы мы были местными, Есть, может, разобрались. провода идут, блин, конечно. Ну да, представляешь, они тут весь район, наверное, Че весь район? область все Да обеспечивают. не только область, наверное, по ближайшие тоже. Да, громина такая. Видеофиксация.
Какая Волга, да? Представляешь, сколько городов на Волге стоит? Дофига. Больших городов, миллионников. Дофига. Мы в каких городах были на Волге? Казань. Угу. Потом. Чё Я в там? Ярославле еще была. Вот как он идет. Тольятти, Жигулевск. А по-моему, больше ни в каких мы не были. Так только проезжали. Вот там корабли большие. Много. Волга-Балт. Покажите нам кораблики. Оставили бы окна в деревьях. Все еще эту ГЭС едет по Объезжаем, Мгм. проезжаем. Прикинь, сколько Да. шлюзов. Охренеть, блин. Огромная. Тут, по-моему, как-то старая, наверное. Нерабочая, нет? Обалдеть. Так, Тольятти направо, Челябинск прямо. Мы что, в Челябинск поедем? Ну, туда и едем. Мы туда едем. Ну ладно, поедем в Челябинск. До Самары тут же еще недалеко, да? Сколько? Да, километров 70, наверное, 60. Лада, Лада. Города-производители отечественного автопрома, да? И пиво. И пиво. Какого пива? Жигулевского. А, да? Ну просто не попив пива, не купишь ты нашу машину. А, да? Нормально. Обалдеть, мы где-то вообще по верху едем. А тут все опоры до сих пор идут. Много. Так они уходят в соседние деревни. Поезда. Дома новые, Старые. кажется. Там он сзади, кажется, новый какой-то, а может старый, не знаю. Это Тольятти. Название такое красивое, приятное. Тольятти. Тольятти. Там частный сектор. Ну и посмотрим, сколько нам до Самары. Я думаю, что в Самаре надо остановиться на ночевку. Навигаторы до сих пор пока не работают. Это там в Самаре, блин, не работали. Тоже там что-то искать, блин, это будет проблема. Ну, также по краю проедем. Все. Мы тогда только с Самары ушли на объездную, на платную в объезд Тольятти. А сейчас, видишь, мы сколько времени потеряли. Грубо говоря. 70 километров до Самары. 70? Ага. Это Челябинск, мне кажется, он дальше и дальше от нас, по-моему. Нет, до него много было километров.
уже 780 сегодня проехали. 1002 было, сейчас 905. 780 сегодня уже проехали. Ну, молодцы. Ну, не Это тяжело. сколько, за 12 часов? Да. Да, со всеми пробками, остановками. Не торопясь, Не торопяся, по 50. с дождями, Слушайте, с дождями. Вообще замечательно. С фигурками. Мгм, с дворниками. О, че. До Курильщика Уфы. догнали. До Уфы 500. 490. 500, блин, написано, иди в баню. Хуй зеленый аж весь. Ты, который в пробке курил все время? Ну, Ну все, едем дальше. Будет чего интересного, включимся. Самовар какой-то стоит. Что они тут? 8-я миля. Машин Мотель. столько много, ну. рыбачить, видимо, да. Ну да, вот эта женщина, которая рыбу продавала, которую мы купили, она говорит, очень много туристов приезжают, квартиры снимают, рыбачат здесь, говорит, нам самим отдыхать негде, они весь берег занимают, говорит. Вот. Прям, говорит, прям месяцами квартиры снимают, как-то живут. У них там получается 2 речки, у них Междуреченская называется. И вот обе речки, говорит, заняты туристами. Да сколько ж там рыбы. Все не выловить. Вот такой отель Югра. Налево. Сейчас пойду посмотрю. Кафе круглосуточно, говорят. Стоянка для гостей бесплатная, охраняемая. Такой номер. Мне, конечно, не нравится такое постельное белье. Некрасивое. Да не в подвале. Вот точно такой же номер. Абсолютно все то же самое, только этажом выше. И окно побольше. На 800 рублей дороже. Зачем платить 3 800, если можно взять за 3 то же самое? Абсолютно одинаковые номера. Ничего разного у них нет. Туалет, полотенце, раковина, мылки, ванна с душем. И чё? Что тут? Шкаф. В шкафу ничего нет. Оставь со мной кусочек лета вместе с теплым поцелуем. Небо очень хочет света, в темноте его